Во время реабилитации я испытывала абсолютно разные, но очень яркие эмоции. Это было и счастье, и радость, и переживание, и удовлетворение, и очень часто я была просто в шоке от происходящего. Буквально в первые же выходные я решила записаться в группу, которая должна была пойти в поход по местным холмам. Я думала, что ничего страшного случиться не должно по одной простой причине. Это все было организовано клиникой, а клиника все-таки лечит людей с определенными ортопедическими проблемами. И началась подготовка к походу. Так, ну что, вот так. Я сейчас пойду. Дело в том, что, там идет дождь, я решила, чтобы моя голова не промокла, не замерзла. Ну, она, конечно, промокнет, но хотя бы не так быстро. И чтобы она не замерзла, я решила одеть себе на голову вот такую косыночку. И получилась такая себе русская красавица. Небо было грозным, путь был не близкий, 11,5 километров, подъемы, спуски. Дождем нас не накрыло, но темп, который взяла группа, был абсолютно не моим. То есть они настолько быстро двигались, даже когда поднимались вверх, шли большими шагами. И очень быстро. Я вначале пыталась еще двигаться с той же скоростью, но очень быстро поняла, что я просто не выдерживаю такой темп, тем более вверх. И отстала от группы. К моему большому счастью, они заметили, что я отстала и дождались меня. Ну что, мой тур подошел к концу. Дали возможность тем, кто хочет вернуться назад на автобусе, вернуться на автобусе. Я среди них. Нас в общей сложности получается 6 человек. Нет, 5 человек. И остальные пошли еще где-то, наверное, 3 километра пешком. И там вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, короче, я решила, что мне это будет лишним сегодня. Вот так что я сейчас поеду на автобусе. Конечно же, я задала себе вопрос, а все ли здесь люди действительно имеют проблемы ортопедического плана? Именно по этой причине я решила, что надо тренироваться, надо больше ходить с подъемами, спусками и увеличивать свой темп. В связи с этим на следующий день я решила совершить подъем к замку Фридрихштайн. Он находится на высоте 303 метра над уровнем моря. Виды отсюда открываются просто невероятные. Этот подъем я совершала в моем собственном темпе, делала остановки, и поэтому мне было не так тяжело. Я решила не останавливаться на достигнутом и решила каждый день ходить примерно по 8-10 километров. У меня за плечами примерно 5 километров, ходьба с палочками. И с учетом того, какая была операция, это, конечно, прям, на мой взгляд, круто получается. И получаю огромное удовольствие, заряд бодрости, энергии. В общем, мне очень нравится. Конечно же, гулять в таких потрясающих местах одно только удовольствие. Вот такая красота. Обычно на территории клиники довольно много людей, и снимать в эти моменты, конечно же, запрещено. Но был выходной день, и я решила кое-что вам показать. Это наша кафетерия и комната для отдыха, маленькая библиотека. Какой у меня сейчас был массаж? Просто супер! У меня поменялся физиотерапевт. И она, поскольку меня еще не знает, она посмотрела сначала в мой лист, что у меня было, а потом сказала: становитесь, будем смотреть. Посмотрела и сказала, что у меня, в принципе, небольшая разница между левым и правым бедром по высоте, где-то около сантиметра. И что очень сильно напряжены мышцы в определенных местах, над чем надо, конечно же, поработать. И
сказала, что с левой стороны мышцы надо будет растягивать, а с правой надо будет над ними поработать, чтобы их укрепить, так сказать. И мне очень понравилось, что она сначала все тело проверила, а потом начала со мной работать. Она за одну ногу потянула, за другую, говорит, очень напряжены мышцы, вообще не отпускает бедро, мышцы бедра не отпускают ногу вниз, совершенно не двигаются. И она начала делать такой массаж, довольно болезненный, прям с самого низа по ноге и до верха, до бедра, и сюда выше. И я скажу, это было больно, но потом это было такое ощущение, не знаю, как будто бы я заново родилась. В один из теплых дней мы решили пойти и съесть мороженое. Прогулялись по старому городу и обнаружили бункер Геринга. Он создан таким образом, чтобы создавалось сверху впечатление, будто это ворота, ведущие в старый город. Я с нетерпением ждала своего последнего дня реабилитации, и вот, наконец-то, он наступил. Вот такую еду нам принесли с Лидочкой. Видите, она подогревается. Креветки в одну, креветки в другую, только тут еще китайские грибы. Эти более острые, а эти нет. И здесь бамбук и еще что-то. Сейчас мы попробуем и узнаем, насколько это вкусно или нет. Андрюшка, ты доволен? Да. Ну, красиво, Лида, хотя бы подано. Выглядит очень шикарно. Так, хочется подвести итоги моей реабилитации. Специально для этого мы приехали на это чудесное маковое поле, для того, чтобы вам об этом рассказать. Моя реабилитация, на мой взгляд, прошла просто шикарно, очень успешно. Для меня самое главное было понять вообще, что я могу, что мне можно, насколько велики возможности моего организма. Все-таки люди строили, наконец построили, создали мне такую конструкцию внутри. И теперь, если вдруг я начну вести себя неправильно, я могу всю эту конструкцию нарушить. А мне бы этого ни в коем случае не хотелось. Поэтому на реабилитации мне объяснили, во-первых, что мне можно. И самое главное, мне можно сделать все, абсолютно все, даже силовые упражнения, кроме того, чтобы сгибаться. И, конечно же, ни в коем случае пока в ближайшие полгода никаких ударов. Я для себя сделала самое главное выводы, что я буду делать каждый день. Каждый день я буду делать разминку для всей группы мышц. Также и силовые упражнения. Это обязательно войдет в мою программу ежедневную. Кроме того, я решила, что если не каждый день, то хотя бы через день я буду ходить с норвежскими вот этими палочками для того, чтобы все мышцы моего организма работали и были все время в тонусе, скажем так. Ну и, конечно же, как только откроют бассейны, как только появится возможность хоть где-нибудь поплавать, я обязательно буду ее использовать для того, чтобы плавать на спине. На спине так, как меня научили. То есть специфика особая там была. К сожалению, я не могу вам ее показать, потому что в бассейне снимать нельзя было. Но как только появится возможность, я обязательно покажу. Мне настолько здорово все объяснили, как и какие именно мышцы я должна тренировать. Более того, все это изображено у меня в специальной книжечке, как я должна это делать правильно, плюс описание. И я считаю, что после даже вот этих 3 недель тренировок ежедневных я на сегодняшний день изменилась. Я хочу сказать не только о том, что я могу на сегодняшний день, но и о том, как изменилось мое тело. То есть изначально действительно у меня получалась с левой стороны такая немножечко как будто бы выемка, а с другой стороны наоборот бугорок. И как она сказала мне, надо растягивать мышцы с левой стороны и работать над мышцами с правой стороны. И вот этот бугорок, он практически ушел. Я почти симметричная уже. Единственное, что мне будет всегда недоступным, это наклониться. То есть имеется в виду согнуть то место, в котором они укрепили мои позвонки. Конечно, мне и сейчас довольно сложно, например, одеть носки, но есть, или там зашнуровать шнурки, но есть несколько трюков, которыми я пользуюсь и самостоятельно это все делаю. Мне достаточно присесть, мне достаточно поставить ногу наверх, или же просто-напросто сесть на стул или же на кровать для того, чтобы одеть носочки.
Как только мне сделали операцию, я поняла, что я должна этим поделиться с другими, потому что эта операция, на нее просто решиться не так легко. И я написала о результатах операции и о своих первых шагах после нее и на своей страничке в Фейсбуке, и в Инстаграме. И, конечно же, мы создали несколько фильмов, как вы знаете, об этой операции. И интересно, что комментарии были абсолютно разными. Большинство людей желали добра, восстановления скорейшего, чтобы я поправилась. Но интересно, что были и те, кто почему-то, я не знаю, но, наверное, так всегда бывает, кто злорадствовал. Некоторые говорили, мне тоже такую сделали, я по сегодняшний день чувствую боли. Другие, то есть как бы для меня останется эта боль неизменная, она будет со мной всегда. Ну, как бы... Да, сложно об этом говорить, конечно, но тем не менее были люди, которые писали, что, ну, конечно, проволоку вставили, теперь будет только голова, ручки, ножки шевелиться, а все остальное нет. Ну, то есть буду похожа на такую куклу на веревочках. И я хочу сказать всем тем, кто мне об этом писал, на сегодняшний день я могу сделать, физически могу сделать гораздо больше, чем я могла до операции. Я не испытываю болей, я двигаюсь, и я очень, очень счастлива от того, что у меня началась новая жизнь.